было. Это весенний паводок. Смотрите, что здесь творится. Ничего себе, по трассе рельсы какие-то идут. А это я знаю. Тут раньше, когда землянки не было, узкоколейку строили и возили уголь с угольного. Ничего себе, на рельсах надпись какая-то. Завод имени И.В. Сталина 1938 года. Ого, ничего себе, они давно здесь лежат. Давайте-ка встанем вместе. Давайте, садитесь. Так, улыбаемся, рожки не ставим. Все. Сейчас смотрим. Все. Смотри, какая рожа. А кто такой Сталин? Его все знают. Он участвовал во Второй мировой войне. Он там был предварителем, как бы президентом. Ты что, гонишь, что ли? Это такой крутой чувак, типа Ленина. Да вы чё? Не так. Сталин жил во время войны. Он был, как бы вождем. Хватит спорить, мы в старших классах по истории будем про него проходить. А то, что это политзаключенные проваживали, я точно знаю. Мне бабушка рассказывала. Ого, народ, смотрите, лопата. Давайте я вас сфотаю. Давай. Давай. Улыбаемся. Скажите чиз. Еще одну давайте. А давайте что-нибудь еще поищем. Давайте. Смотрите. А что это тут в уголку? Непонятно. Смотрите, там какая-то вышка. Может, туда пойдем? Пошлите. Ну пойдемте, искатели приключений. Да нет, что вы, места тут что-то невзрачные, жуткие. Да не пошли. Да пошли. Ладно. Становись! Оружие на изготовку! Готовь! По врагам народа! Залпом! Рись!
начале своей жизни я решил написать о том, что пережито мною в не лучшие годы для моей страны и народа. Написанное мною – это повесть об отрезке моей жизни, именно в буквальном смысле о куске моей жизни, отрезанной беспощадной рукой судей из числа той банды сталинских опричников, которая была порождена системой и защищала тоталитарную систему. Я не уверен, что написанное заинтересует кого-либо, даже моих близких. Хотя и не надо бы людям забывать мудрое изречение об Иванах, не помнящих родства. Кто хочет, тот попытается узнать о своих родных, про своего деда, о родственных корнях, связывающих человека с Родиной. А кому это не надо, пусть Бог его простит. Ибо живет он только настоящим. К сожалению, даже нравственные связи с прошлым ему не нужны. Когда меня доброжелательно, но несколько наивно спрашивают о моих впечатлениях о Колыме, моя рука нащупывает на груди бугорок от неправильно сросшегося с грудиной костью ребра. Результат удара прикладом винтовки конвоира. Потом моя рука скользит по голове, и пальцы останавливаются на вмятине на моем многострадальном черепе. Это след от рукоятки нагана охранника. Таковы мои воспоминания о Колыме. В 1940 году, будучи молодым солдатом срочной службы, был осужден по 58 статье. Примите, это искреннее повествование о пережитом человека, прошедшего 17 сталинских лагерей и, слава Богу, оставшегося в живых. Вот ты, читая эти строчки, не будь ко мне безмерно строг. Не жду от смерти я отсрочки, отбыв колымский эстрадный срок. И потому спешу поведать, что на себе пришлось отведать. Меня как север пощадил, живого все же отпустил. Скоро должны прийти. Да не волнуйся, мы сейчас все успеем. Нет, поможешь, конечно. Пряники вроде свежие. Конфетки где у нас? Еще на комоде. Я не найду что-то на комоде в своем. Так, где у нас ребята будут сидеть? Давай ко мне посадим поближе Анечку. Славик рядышком с ней сядь. А мы с тобою с двух сторон можем их поддержим. А вот сюда положи.
вроде все. Ой, день такой, мне волнительно. Да не волнуйся, мы уже почти все успели. Да, спасибо тебе, Ирочка. Она ты у нее прям и подруга, и коллега, Ирочка, спасибо тебе большое. Самая главная соседка. Вот я сейчас пойду к себе и кое-что принесу. Да, Ира, посмотри, как помогла. Спасибо И тебе. не уговаривай, у тебя такое событие. Сын Да, с невестой такая радость. приходит. Ты права, ты На права. столе должен быть какой-то деликатес. Ну, спасибо, да. Я быстренько. Ладно, Ирочка. Какая ж ты щедрая. Был бы жив отец, как бы он за тебя порадовался. Да-да. Глафира Мир Константиновна. вашему дому. Глафира Константиновна, рада видеть вас. Проходите, пожалуйста. О, извините, по какому поводу стол накрыли? Да, вы правы, у нас праздник. Слава невесту хочет привезти, познакомить. Они еще в пединституте познакомились. Вот мы тут с Ириной суетимся. Ждем их. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава молодец. Времена-то тревожные сейчас. Правда. Но любовь все преодолеет. Все. Да, да, любовь. То-то вот Ирина сейчас мимо меня пробежала. Да, Еле оторопела. поздоровалась со Ей, мной. ей все вот не имется, она помочь старается. Ну, молодец она. А у нас после смерти Павла, так уж давно уже, Славик остался у меня на руках один, а ему тогда еще и 3 лет не исполнилось. Маленький совсем. Как сейчас помню слова мужа. «Береги сына и живи для него». Эти слова и стали импульсом моей жизни. И поддержкой в трудную минуту. А Славик в армию призывает осенью. Но ты не волнуйся, не серчай, шибко. Мы друг другу всегда поможем. Слава Богу, у нас коммуналка очень Ой, дружная, так вы правы, очень так вы дружная. правы, да. Не говорить там о некоторых. Не волнуйся. Вот и так быстро. А вот и деликатес. О, да. О, не думала, что колбаса деликат. Фу, придумали слово-то какое. Простое слово, баба Глаша. Деликатес. Деликатес. Ага, это знаете, насильственным путем созданные колхозы в изобилие страну-то не обеспечивают свининой, говядиной. Вот народ придумали. Пищу пошла конина. В магазинах правда продают колбасу из конского мяса. А знаете, народ на это как откликнулся? Эх, товарищ Ворошилов, эх, война-то на носу, а конница обуденного, эх, пошла на колбасу. Вот ты что, баба Глаша, тихо. За такую частушку 58-ю статью могут дать. Эх, я свой век пожила, и революцию ихнюю пережила, и отца моего в Сибирь. Ну ты-то ладно. А вот про Павлину Николаевну подумала? Скажут, что в ее квартире поют антисоветские частушки. Ну, там вроде никого не видно. Забыли? Месяц назад соседа нашего, Николая Тарасовича, арестовали. Так вот, представляете, это какой-то доброжелатель донес на него, что он на своих уроках использует антисоветскую литературу. Ну, обыск стали у него делать. Журналы нашли. Сатирикон, Нива, Сердце России, Огонек. Ну, конечно, они до 17-го года издавались. Но каким же надо быть ослом, чтобы не знать, что когда эти журналы-то издавались, про советскую власть еще даже и намека никакого не было. Вот представляете? А обвинили, что он в антисоветских целях использует контрреволюционную литературу. 10 лет дали. Враг народу. И не шуми, баба Глаша. Но не будем о плохом.
Да, кругом тревожно. А у вас сегодня праздник. Да. Так что надо думать о светлом, о хорошем. Угощайтесь. Колбасу. Колбасу. Не из камина. А помнишь, как муж тебя познакомил-то со своей родней? Конечно, помню. У меня даже фотокарточки сохранились. А, Да. это интересно. Ирик, подсаживайся меня, пожалуйста. Я вам альбом покажу, пока молодые наши утечки. Подождите, девочки, я совсем забыла к этому столу. Пирожки же утром только постряпала. Я сейчас мигом. Уж больно хочется на молодых посмотреть. Погодите. Приходите, Глафира Константиновна, ждем вас. Пирожки у нее всегда классные. Особенно с картошкой. Ну как так? А ты не боишься? Глафира же сама сказала, что все вокруг тревожно. Ну, призналась, так призналась. Я вот больше за сына боюсь. А чего? Славик у меня весь в отца. Павел был человек свободомыслящий. Всегда имел собственное мнение, никогда не попадал под чужое влияние. Помню, Павла. Прям истинный сын Великого Новгорода. О, А вот и пирожки. пирожки. Садитесь. Как пахнет хорошо, какой аромат. С картошечкой. Да. Ну-ка, Присаживайтесь. посмотрим сейчас, да, альбом старинный. Это Да. мы. Молодые. Вот когда с Павлом приехали к Калычанову, ко всей его родне, Толмачевской, вот мама его, женщина властная, Мгм. Видно сразу. очень строгая женщина, так она сразу не скрыла от сына, что шокирована, видано ли, дворянин женился на мещанке, да в придачу у меня еще и вся родня, крестьяне болгары. На что Славик сразу ей нашел, что сказать. Он привел в пример графа Шереметьева, который женился на крепостной крестьянке. Вот так. И Павел сказал, что в то время империя не рухнула, и дворянство в обморок не упало. Значит, ты сумела растопить лед в сердце свекрови-то с Да. поддержкой мужа. Да. Да, молодец. Сумела, конечно. А вот у нас в семье жили скромно. Родители мои только 4 детям могли дать образование. А нас, достигших взрослого возраста, было 8 человек, 4 сына и 4 дочери. Ой, сколько много. А это я. После гимназии поступила на акушерские курсы. Вот замуж вышла. И с помощью мужа овладела знаниями английского языка. И благодаря ему работаю в отделе иностранной корреспонденции главпочтамта города. Вот так. Павлина у нас вообще умница, красавица, рукодельница. Видишь, вот вязаные вещи. А готовит изумительно. Было бы из чего. Ну вот, стол-то какой к празднику. О, ребята. Это Аня, я жена. Перед Господом и людьми благослови нас, мама. Вот. Это Павлина Николаевна, моя мама. Очень приятно. Молодец. Поздравляю. Глафира Константиновна, соседка наша, живет по соседству. Поздравляю молодых-то, благословляю. А этого сорванца-то я с детства знаю. На моих глазах он вырос. А вот Ирина Степановна, она с моей мамой работает и живет тоже здесь по соседству. Так быстро дети растут. Проходите, дети, присаживайтесь. Анечка, садись ко мне поближе. Глафира Константиновна, садитесь. Спасибо, спасибо.
Отведайте пирожков с картошечкой. Слава-то в армию пойдет-то домашнему-то. А я тут По-домашнему-то соскучишься. Ешь. Ешьте, ешьте, Такие угощайтесь, вкусные молодые. пирожки. Да. Никогда не забуду. Какие они вкусные. У бабы Глаши. Правильно я угадал? Чьи пирожки? Мои, Слава, мои, ешь. Слава, а у меня для тебя есть подарок. Вот, дневник. Ты у нас образованный, пригодится. Ой, спасибо. Ну, письма тоже не забывай писать. А мы когда со Славой познакомились, он мне такие красивые письма писал. Я по 10 раз их перечитывала. Ну, недаром же он у нас учитель русского языка и литературы. Ешьте, ребята, ешьте. На вас глядеть Рада. дюжа радостно. И у меня, сынок, для тебя подарок есть. Вот свитер тебе связала. В армии он тебя согревать будет. Как раз угадала. И по цвету хорошо, и по размеру. Спасибо, мама. Давай тебе пока Нашу делать. Это ваша вся семья. Да, Да. вся? Это со стороны Слави. Это со стороны Славиного папы семья. А вот, папа в молодости еще. Похож ты на него. А я здесь еще маленький. Не расстраивайся. На природе. Пойдемте ко мне. Пойдем, пусть она посидит. А вот. Это уже годик. Это Славик. Господа Бога молю, сотвори, чтобы двужильной была я. Незащищенные плечи твои, как защитить мне, не знаю. Окна и двери в дому затворю, карой врага застращаю. Как не обидеть мне гордость твою тем, что тебя защищаю? И заслонив тебя от суеты, сколько бывали мне бед, как мне тебе объяснить, что не ты, я пропаду без защиты? В минном поле прошлого копаться лучше без ошибок, потому что на минном поле ошибаться просто абсолютно ни к чему. Служить нам пришлось на Дальнем Востоке. Наш призыв состоял из 10 человек, все с высшим образованием. Старшим группы был коммунист Ермаков. Он вез наши документы. Ехали мы в пассажирском вагоне и должны были говорить, что мы едем работать по заключенному договору, соблюдать
обсуждалась такая конспирация, как метод отправки новобранцев. Дивизия, в составе которой был наш батальон связи, в народе называлась колхозной, так как солдаты широко использовались на полевых работах в местных совхозах и колхозах. О боевых качествах дивизии судить не берусь. О батальоне связи и о телефонной роте, где я служил, могу сказать одно. К войне эта часть не готовилась. Анализируя поступки наших командиров, начиная с младших сержантов и до лейтенантов, я думаю, что их отношение к нам было выражением невежества и зависти к образованному человеку, а компенсировалось это чувство зависти командным превосходством, возможностью унизить, отыграться на этих образованных. Ну, ребята, мы попали. Такое ощущение, что нас не служить призвали, а колхозы поднимать. Да, я это с первого дня заметил. Во-первых, мы ехали в пассажирском вагоне. Во-вторых, нам сказали говорить, что мы едем работать по договору. Ну а в-третьих, сам видишь. Это у них такая конспирация. Слыхал недавно. Крушение эшелонов с новобранцами. По-любому диверсия. Нет, но даже не слишком политически грамотным людям понятно, что близка война. Ну а какие занятия по специальности проводит лейтенант Зенин? Вот это полевой телефон Гуна ЕФ-31. Вот значит унифицированный хроническим вызовом. Вот это трубка. Это телефон, он прикладывается к уху. Вот это микрофон, он прикладывается к рту. Смотрите, не перепутайте. И что это такое? Что за беспредел? Мы, городские жители, ни разу пользовались телефоном, и нам рассказывают про этот телефон. Я специалист по АТС. Задаю ехидный вопрос. А как работает АТС? Ну, вопрос, конечно, заковыренькой такой, да. Но он мне что отвечает? А что такое АТС? Я заметил, очень интересное. Все наши отцы-командиры – люди семейные. В военном городке у них семьи. А к нам они приходят отбывать часы, сваливая все на плечи лейтенантам и старшинам, людям с пещерной психологией. Скоро война. Вместо того, чтобы проходить учения и маневры, нас на полевых работах гонят. Это еще можно называть. Да что это? Вот пример. Боевая подготовка. Учение ведет лейтенант Кожемякин. Задача. Ползком проползти и занять огневой рубеж. Маленькой саперной лопатой выкопать ямку окопчик для стрельбы лежа. Экипировка, вы сами знаете. Сзади ранец, к ранцу пристегнут котелок. Справа на ремне саперная лопатка, с другой стороны штык-нож в чехле висит. В руках пятизарядная трехлинейная винтовка Мосина. На голове, как всегда, стальной шлем. А ползем, представляешь, поползем под огнем противника. Ну, ползем, я голову поднимаю, оглядываюсь по сторонам. А вокруг кочки ползут. Не кочки, даже зеленые черепахи, как одногорбые верблюды. Ну и что? После такого учения обращаюсь к этому лейтенанту Кожемякину и говорю, что котелок наш сразу будет прострелен противником. А на что он мне говорит? Сперва смотрит, даже не смотрит, он всматривается, а потом как лет, не твоего мать дела, рядовой толмачок. И как это понять?
Тихо, тихо. Начальник ПФС идет. Встать, смело! Вольно, занимайтесь. Чисти, чисти, концертмейстер. Это тебе не на пианине играть. И чему вас только в этих институтах учат? Так точно, товарищ капитан. В учебную программу институтов не входит обучение чистки картофеля. Так, слушайте сюда. Через полчаса картошка должна быть в пищеблоке. А с тобой, Толмачев, с тобой, я... Ну, Толмачев, я с тобой разберусь. Парень похож на лейтенанта, а? Даже Мягина. Письмо есть. Конечно, такие шлейковские выходки с моей стороны я сейчас объясняю молодостью и плохим знанием людей, граничащим с глупостью. И надо бы понимать, что низменные мещанские натуры с весьма ограниченным кругозором и душевной скудостью всегда злопамятны и мелочно мстительны. Числился неблагонадежным, и за мной, надо думать, присматривали. Зовите рядового Толмачева на допрос. Летом 40-го года у меня отобрали дневник и посадили на гауптвахту на 10 суток. Отцы-командиры, вероятно, старательно, насколько им позволяла их грамотность, читали мои записки в дневнике. Конечно, в дневнике ничего советского не было. Была гордость своей родиной и искреннее желание, чтобы она была могучей и процветающей державой. Но там были и критические замечания о невежественных и грубых командирах, о нечестности младших командиров, о слабой военной подготовке батальона. И простить такое было нельзя. Итак, дневник – это то, за что можно зацепиться, чтобы избавиться от человека, осмелившегося думать и критически относиться к позорным явлениям той жизни. Рядовой Толмачев доставлен. Предложил Сергей Толмачев. Рядовой Толмачев, вы обвиняетесь в совершении преступления по двум статьям. 58/10 и 19-58/8. Я абсолютно не понимаю, что это за статьи. Тогда я объясню. Статья 58/10 – это антисоветская агитация, которым ты занимался в батальоне. А 19-58/8 – это подготовка террористического акта. Эти статьи ко мне никак не клеются. А мы приклеим к вам. Ну, клейте, клейте. Только ничего я этого не совершал. И в мыслях у меня даже этого не было. Тогда что это? Это?
дневник. И что тут написано? И как понять писание дневника лично для себя и ни для кого более можно отнести к агитации. Тем более агитация – понятие распространения каких-либо идей людской массе. Какие мы образованные! Никакой агитации я не совершал. Подготовка террористического акта, которым ты занимался, готовить убить командира в лице сержанта Панова. Статья об основном о показании двух свидетелей Михаила Куликова, окончил строительный институт, и показания Соломона Абрамовича Фиг, факультет пединститута. Вот материалы следствия. Ознакомься. Тут черным по белому ясно написано, что именно ты сказал. Если бы сержант Панов ударил, я бы его убил. Соломон Фиг. Это же мой сокурсник. Послушайте, я этого не говорил. Но даже если бы и сказал, то фраза имеет условный характер. Если бы то действие, тем более террора здесь никакого нет. Если вы это не говорили, тогда скажите, кто это говорил? Не слыхал, не знаю. И обвинения я отрицаю. Ну, раз отрицаешь, тогда твое дело передается хотя бы НКВД. НКВД? Ну, там разберутся, что я ни в чем не виноват. Вы молоды, окончили институт, а вам предстоит еще суровая школа жизни. Я знаю, что для вас мог бы быть, чью грудь бы украшал бы орден. Но часовой, уведите рядового Толмачева. Так. Сидя на гауптвахте, я наивно надеялся на справедливость. А теперь отношусь с большой недоверчивостью по отношению ко всему, что носило имя законности и справедливости. На деле и то, и другое – это лицемерная маска, прикрывающая произвол, беззаконие и жестокое осуждение на муки и смерть множества невинных людей. Не будь
Будь мне мачехой, колымская земля. Так многие, наверное, просили. Этапом шли они в суровые края. В далекие, жестокие края России. Здесь ворон кружит над белым пространством, и жалобный вой голодных волков. Они сторожат это тихое царство. Здесь не ступали ноги богов. Здесь были люди без имен и фамилий. Каждый под номером, каждый был враг. Здесь умирали от пыток, насилий. Здесь вместо света всюду был мрак. Над белоснежным и тихим простором дьявол ночами вырывался из тьмы. Здесь человека душили измором, кровь собирая для сатаны. Но человек в этих жутких страданиях думал о светлом и в душе сохранил веру, любовь, как в старых преданиях. Добрая вечность Господь сотворил. Годы пройдут, пролетят и столетия, кости истлеют, рассыпятся в прах, но не забудет ни одно поколение, что здесь человеком создан был ад. В Зырянке наша бригада загружала бажун грузом. Я нес мешок муки, вдруг доска трапа подо мной резко ломается, и я с мешком муки на плечах падаю в воду. Обе ноги ободраны до крови. Охранник приказывает мне идти в лагерь в санчасть. Я несколько удивлен человеческим отношением. На шахтерских лагерях такого не наблюдалось. Мои ободранные ноги при падении с трапа обильно смазали йодом. Я разговорился с заключенным врачом. Его звали Иван Михайлович Кнор. В разговоре я употребил несколько медицинских терминов и латинских названий медикаментов и болезней. Когда Кнор выяснил, что я обладаю медицинскими познаниями, он предложил мне работать в санчасти.
Однажды к нам привозят заключенного туркмена Баймурата. Попал под циркулярку. Ампутировать ногу выше колена. Ну, Мстислав, что будем делать с ногой Баймурата, как ты думаешь? Ну, начальник санчасти сказал ампутировать ногу. Ну, отхватить ногу у заключенного мы можем и без его разрешения. Да, можем. Только я думаю, Иван Михайлович, ногу надо спасать, а не ампутировать. Да, ногу надо сохранить. Будем спасать. Большую часть коленного сустава, как бритвой, срезала циркуляркой. Мы наложим гипс, как продолжение кости бедра. Ну что ж, давай за работу. Кнор – хирург, прекрасный врач и душевный, очень гуманный человек. Он из немецкой семьи, предки которой давно укоренились в городе Миллерово Ростовской области. Он часто вспоминал семью, с которой разлучен как враг народа, вспоминал дочь. Ивана Михайловича очень уважал и хорошо к нему относился начальник Зырянского лагеря Алексеенко. Дело в том, что жена его во время родов была в безнадежном состоянии. Вольнонаемные врачи, возглавляемые начальником санчасти Никитиным, признали ее безнадежной. А хирург, враг народа Иван Михайлович, спас женщину, и вся семья была ему благодарна, особенно сам Алексеенко. Терпи, давай, терпи. Терпи. Я не забуду медицинский домик на 4 койки для заключенного медперсонала. Здесь, когда мы оставались вдвоем, Кнор беседовал со мной откровенно. Вроде дело сделали. Теперь можно и расслабиться.
Так, Мстислав. Ну вот, заполни в журнале регистрации, что операция проведена успешно. Давай, заполняй. Открывай тушенку. Давай хлеб порежем. Ну, Мстислав, все-таки молодцы мы с тобой. Провели, так сказать, удачную операцию. Ну, давай за удачную операцию. Теперь осталось проследить, вовремя делать перевязки через специальное окошко на гипсе. Хорошо, Иван Михайлович, прослежу. Жарко. У меня новость. Садись, Беккер. Рассказывай. Он человек надежный, не бойся. Можешь смело все рассказывать. А что тут такого? Немец пришел повидать немца. Наши войска под Сталинградом. Большое превосходство в технике. На сегодняшний день нет сильнее армии, чем германская. Скоро наша армия завоюет весь мир. Как горько вам, Роберт, будет, когда фашистская армия погибнет, а главари фашизма умрут. Фашизм, идеология истинно арийской расы победит и будет править всем миром. А вы, Роберт, плохо знаете историю. Напомню, что в IV и V веках гунны захватили большую часть Европы и покорили ваших хваленых арийцев-нибелунгов. Да другие племена татаров, монголов тоже осквернили арийскую кровь, брав жены и наложницы женщин из германских племен. Так что теория о человеках и недочеловеках — это так, фашистский бред для оболвания легковерных и неграмотных. Да, Роберт, для дискуссии не того оппонента ты нашел, не того. Напомню,
что Суворов даже говорил, русские всегда бивали прусских. Да и человеконенавистническая теория Гитлера и его философов на всей планете никому не нравится. Я вижу, вы большой защитник советского режима. Так за что же вас сюда посадили? В культурном споре не принято говорить о личности спорящих, но вам, Роберт, я отвечу. Посадили меня за любовь мою к родине, за то, чтобы страна моих предков была сильна и справедлива. А что касается защиты режима, то тут вы, Роберт, ошибаетесь. Режимы в странах устанавливаются правителем, а правитель это не страна, не народ. Можно глубоко любить свою родину, но и сильно ненавидеть ее правителей. Браво, браво, Мстислав. Так вы уверены, что Германия проиграет эту войну? Убежден. Вспомните, сколько раз германские племена, тевтонские рыцари, несмотря на свою самоуверенность и наглость, были поражены. А римляне после поражения Вары в Тевтобургском лесу все же покорили германские и гальские племена. А вспомните тевтонское поражение на льду Чудского озера в 1242 году. А вспомните германский орден в 1410 году. Да, наконец, Первая мировая война. История в каком-то роде повторяется. Русь много нашествий пережила, выдержала и в конечном итоге победила. Да вы, Мстислав, фанатик! Я не фанатик, я патриот, глубоко любящий свою родину, верящий в нее. Ты сердишься, Роберт, а значит, ты не прав. Мстислав, что я хочу тебе сказать? Наш начальник санчасти, Никитин, зол на тебя. За что не говорит, но явно терпеть тебя не может. Тебе бы надо уйти из-под власти этого мстительного самодура. Если не возражаешь, я включу тебя на этап в амбарчик, как сопровождающего медика. Хорошо, поеду. Мстислав, что я хочу тебе еще сказать? Ты молод, здоров. Будем надеяться, что сохранишь здоровье
к тому времени, когда освободишься. Будешь свободен. Разыщи мою дочь Тавочку и расскажи ей обо мне. Хорошо, Иван Михайлович. Если останусь жив, обязательно разыщу. Я обещал, хотя и тогда сомнение давило мою душу. Мне казалось, что в этой лагерной, истребительной машине и моя жизнь будет раздавлена. Но чтобы утешить Ивана Михайловича, чтобы не видеть слезы в его глазах, я готов был, если останусь живой, разыскать его. В лагерях под гнетом произвола, и когда освободился из заключения и жил под наблюдением, я не ждал от жизни ничего, так как был уверен, что вряд ли останусь живых и смогу вернуться к своей матери. Ведь можно было погибнуть при обвале в шахте, или от ножа какого-нибудь подонка, или от пули охранника, наконец просто замерзнуть в пургу. В тот день меня известили, что в лагпункте 24-го километра заболел один заключенный. Все эти точки были под моим медицинским контролем. Осмотрев больного, я вечером возвращался в медицинский участок. Трасса была задута пургой, и машины по ней не ходили. Постоянное сознание близости смерти выработало равнодушное отношение к ней. И только раз за все время пребывания на Колыме я испытал даже не страх, а ужас, встретившись со смертельной опасностью. Это случилось 14 апреля 1948 года.
читающий эти строки, я хотел бы, чтобы ты не был слишком суровым критиком моего правдивого повествования. Я писал о том, что пережил, что видел, с кем встречался, кусочек чьей-то судьбы видел, а может слышал о буре другого человека. Все написанное здесь правда. Здесь нет никакого вымысла. Я умышленно избегал изображения дикой бесчеловечности и ужасов лагерной жизни. А этого было ох как много. И я подумал, стоит ли рыться в гангрене человеческого бытия? Хочешь душевного здоровья? Избавь свое сердце от зависти, от злобы, злоречия. А давайте отнесем эти вещи в музей. Пусть предки помнят родной край. В спектакле принимали участие театральный коллектив «Фантазеры», Антон Иващенко, Елена Коломейцева, Саша Яськов, Наташа Читая, Артем Просолов, Оля Бандерова. Артисты Народного театра: Игорь Дыкань, Николай Лазаревич, Михаил Костогруд, Елена Яковлева, Нина Явловская, Анна Маленкина, Светлана Коваленко, Артем Поляков, Владимир Ильянов, стихи верхнеколымских поэтов Егора Батюшкина, Майи Ефремовой, художник Марина Дичкова, костюмер Надежда Глухова, звукооператор Глеб Лобановский, сценография и свет Евгений